22 года назад парламент Республики Молдова проголосовал за особый правовой статус гагаузской автономии. На ваш взгляд, вот спустя 22 года работает ли этот статус в полном объеме? Сразу хочу сказать, что этот закон как с самого начала не работал, но в самом начале хоть более или менее так было. Сейчас очень многие полномочия урезаны. И в республике, в центре делаются попытки вообще убрать автономию. Не работает, ни один закон не работает. Потому что я смотрю, что кишиневские власти обнаглели. Приходят, забирают кого попало. И за что, непонятно. Здесь кто командует? Кишинев или здесь мы должны командовать уже? Может, на конце концов хватит уже? Вот это я хочу сказать, что я их не боялся в 90-м году, и сейчас их не говорю. Если была бы такая воля, я бы не дал, чтобы они заорали бы. Ни эту бабушку, никого. Он работает не в полном объеме. Тут нужны усилия, и в первую очередь наших депутатов, наше руководство Гагаузии. И, конечно, от этого будет зависеть, найдем консенсус с властями Молдовы или нет. Я считаю, что они склонны к тому, чтобы был тут мир и порядок. И поэтому только переговорами, только взаимными уступками и встречами можно решить все эти проблемы. А их решать нужно. Я, во-первых, поздравляю всех с этим знаменательным днем. Безусловно, это был тогда договор, мирный политический договор по разрешению ситуации, которая сложилась, конфликтная между Кишиневым и Комратом. И, наверное, это стало образцом мирного, демократического разрешения конфликтов. Сегодня праздник, не хочется говорить о грустном. Да, есть некоторые постулаты закона, которые не выполняются в полном объеме, но, наверное, и задача тех людей, которым доверили избиратели, чтобы на платформе рабочей группы с парламентом Республики Молдова разрешали эти вопросы, находили компромиссы. И я уверен, что те идеи, которые заложили законодатели 22 года назад, они актуальны и сейчас. И обязательно нужно, чтобы в полном объеме этот закон функционировал и был функционален. В полном мире, конечно, не все учитывается. Некоторые законы убрал парламент республики, непонятно почему, или хотят дальше конфликтовать. Это их не украшает. Но я считаю, что в дальнейшем эти вопросы возникающие, они будут справедливо решены. И дай Бог всем здоровья перед Новым годом. Поздравляю всех наших ветеранов Гагаузского халка, силовые структуры Гагаузии, которые стояли у истоков провозглашения Гагаузской республики, потом в дальнейшем автономию. И дай Бог всем здоровья.